посмотреть. Запись идет, да? Вот, можете либо в чате написать или использовать голосовое, рассказать про свой опыт. Получилось ли вообще, открыть Trello и Asana, посмотреть, какие функции есть. И в целом, может, даже успели уже сотрудникам представить, да? Анакей, здравствуйте, это Илья Суажилдес. Здравствуйте. Я открыла, но не начала работу. Открыла, посмотрела, что, как, в чем, поняла. Через компьютер открыла. Ага. Вот я сейчас ссылку отправлю в YouTube, еще раз посмотрю, а М, дальше уже забыла где-то, что надо было делать, дальше забыла, поэтому не стала мгм. тыкать. Как вам через компьютер? Отличается, да, все-таки? А отличается совсем по-другому, поэтому я забыла и остановилась. Ага. Вам Сегодня было в YouTube целом сложно посмотрю. вот адаптироваться, там, понять, что где Нет, как? нет, нет, Нормально. нормально, нормально, да. Мгм. А Асану не попробовали, да? Тоже Добрый вечер зашла. всем. Канкей, Здравствуйте. я попробовала с телефона и Trello, и Asana. Да, сейчас дадим договорить Джилдызеде, потом вам, да? Ага. Ага, да. Мгм. Мне Я понравилось. зашла. Ага, А, зашла. Ко ага, всем программам зашла, посмотрела. Дальше ничего не стала делать. Сегодня YouTube посмотрю, ага. повторю все, урок повторю, потом завтра еще раз попробую. Хорошо, у вас, конечно же, есть время до следующей недели тоже. А, Пробуйте, чтобы пока есть возможность, вы мне тоже задавали вопросы на вебинарах, да, чтобы, может, где-то я вам помогу, да, а то потом вебинаров не будет, и, соответственно, кто ответит на ваши вопросы, да. Насипа эже, айтыңыз. М, Мен өкөнүтөн көрдүм Trello'ндагы, Мгм, Asana'ндагы. Бирок телефондон азыр ноутбук же компьютерге мүмкүнчүлүгүм жок. Башка жакта жүргөм да. мгм, А, Мага Asana жакты. Мындай мгм. оңоюраак дагы, анан көбүрөөк бар экен го ал жерде телефондон. Эми Асан компьютерден оңойраак көрөм. көрүндүбү? Мага Asana оңоюраак көрүндү да, себеби Trello менен жакшы колдоно албай койдум. Даже эмесин тартып туруп салып койдум го көчөгүн чатка. Мгм, Телефондон эле кирип аттым да, окуу болуп мгм, атканда эле. мгм. Ошол анан мындай жумушка планировать эткенге, өңгөчө руководительдерге чындыгында эле аябай эме пайдалуу болот экен да. Мгм. Жакшы, жакшы. Рахмат за обратную связь. Так, попробовала Trello, дейт. Еще кто? Или больше другие не пробовали? А, Так, хорошо. Если Саламатсыздарбы, биз сабакка катышпагандар аны билбей калдык да, анан кандай алып киребиз ошону. анда Көчөгүнө кийин катышпай калганбыз сабакка да. катышкан жок. Мен группага анда жазып коем. Кандай программаны мы изучили на прошлом вебинаре, да? Мгм. Анан вы попробуйте самостоятельно кирип көрсөңөр. Это для организации работы и эффективности, да, негизи? Мгм. Анаркүл Попробуйте, если что-то непонятно, аны айтасыздар. Ага. Анаркүл эже, сиз биз деген ютубка атайын кечеүнкү Да, он тоже. бешинде болгон вебинарды да жүктөп койдук. Шилтемеси дагы группаларга Мгм. жүктөлгөн. Сиз ошол жерден дагы көрүп чыксаңыз болот. А, Программалардын ссылкаларын дагы биз группага таштап коебуз, 15-inde Ага, кошулуп рахмат. калгандар сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыздар. Практикалык кылып Мгм. көрүңүздөр. Ошондо эле бар да ошол эмеде, Ооба, ссылкада. ооба, шилтеме Сабакта эле бар аркылуу да. эле кирип, бардык видеону баштан аяк толук көрө аласыз YouTube'да. Мгм. Мгм. Те, кто на Рахмат. этом вебинаре в первый раз, я вам скажу, что я провожу вебинар на русском языке, бирок суроолор болсо, комментарийлер болсо же түшүнбөй калсаңыз, сразу чатка жазсаңар болот, же мындай голосовой можете использовать, и я вам с радостью отвечу. Тогда, если вот больше ни у кого нету комментариев или обратной связи, давайте начнем наш сегодняшний вебинар, да? Так, так, все, да?
Сегодня будет много практики. В прошлый раз тоже практики хватило, но сегодня тоже много будет, поэтому настраивайтесь, готовьтесь, будем пробовать, да? Так. О чем будет этот вебинар, да, в целом? Вот как внедрять цифровые программы, изучим программы для презентации и отчетов, изучим инструменты для заметок и в конце облачные хранилища. В первую очередь у меня такой вопрос к вам, да, как внедрить цифровые программы в работу? Вот в тот раз мен силерге Trello жана Asana жөнүндө айтып бердим, да, это программы для того, чтобы планировать работу и в целом ее организовать, да, так, чтобы все работали эффективно. Вдобавок еще, чтобы сотрудники показывали свою эффективность. Но вот как сделать так, чтобы вы сами начали работать в этих программах и также, чтобы сотрудники начали работать в этих программах именно? Как это нужно сделать? Пустить поручение сверху. Ага. Еще варианты есть? Кантип ушул программаларды киргизсе болот. Ну, еще через Брать и обучить их, Так, чтобы они пожалуйста, по поняли очереди. облегчение, да. Эти программы дают работникам какое облегчение. Если есть плюсы, тогда Ага. сотрудники захотят Ага. работать. Мгм. Ну, вот, допустим, например, вы уже долгое время работаете в какой-то своей системе, да? А, И они привыкли в этом работать, а вы приходите, например, говорите, о, вот есть программа классная, давайте пробовать, давайте это будем внедрять, работайте, а они, например, не хотят, потому что они уже привыкли, да? Что делать в этой ситуации? Обучение, хорошо. Ну, Еще. еще, так, если мы хотим внедрить какую-нибудь цифровую программу, чтобы наша организация была более эффективной и Мгм. приносила хорошие результаты, то для Мгм. начала нужно заинтересовать сотрудников. А как нужно Мгм. заинтересовать сотрудников? Нужно прежде всего нанять, ну, прежде всего нужно нанять специалиста, который хорошо разбирается в этой программе, Мгм. и попросить его, чтобы он разработал уроки, Мгм. сессии, которые заинтересуют слушателей. И в первую очередь нужно организовать пару уроков в виде сессий, круглых столов, дискуссий. Мгм. Мгм. Ну, как вариант, да, как вариант. Да. Хорошо. Еще кто как думает? Например, помните, когда в тот раз я вам рассказывала про программы, я отметила важную вещь, что такие программы, они помогают именно видеть, отслеживать то, кто чем занимается, да? Например, какие задачи у сотрудника, кто выполняет, а кто отлынивает, да? И вот если вы придете и им скажете, вот мы внедряем программу, она позволяет там увидеть, насколько вы эффективны и неэффективны, а кто захочет, например, просто так программу это использовать, да? Если Если так, мы, никто не захочет. если в организации издать приказ, что эту цифровую программу нужно внедрить, тут Мгм. уже никто не будет обсуждать эту тему, и все постараются освоить эту программу. К примеру, у нас на практике 5 лет назад, когда инфодокс внедряли, очень было много нареканий, Мгм. много очень, да, очень много отзывались, что не следует это делать. Нам нравился бумажный документооборот, но тем не менее, когда был приказ сверху, и эту программу «Инфодокс» внедрили во все государственные и муниципальные организации. Главное, наверное, самое главное запустить и принять программу внутри организации, типа в виде Мгм. приказа, распоряжения. Мгм. Мгм. Хорошо. Джилдыз, еще вы хотели ответить? Если скажем, что будем наблюдать, кто
кто как работает, никто не согласится. Конечно, Насчет этого конечно, не надо говорить. конечно. Потому что есть такая проблема, ну как проблема, да, у всех, например, какая-то фиксированная зарплата, да, и, соответственно, сотрудник там делает свою работу или не делает, он все равно будет получать эту сумму, да. А когда, например, руководитель приходит к нему и говорит, вот, мол, мы будем отслеживать, как ты работаешь, там, хотим проверить твою эффективность, это, соответственно, ну, никто тут соглашаться не будет, это вызывает какое-то отторжение, да. Ну, долго вас не буду мучить, скажу такой ответ, да. Цифровые программы — это не ключевой, а вспомогательный фактор. Что это означает? Это значит, что вы можете внедрить эту программу в свою работу или для своих сотрудников, но это не значит, что это такая волшебная палочка, которая решает все ваши проблемы, да, которая заставит вас стать сразу эффективными. Допустим, например, я поставлю такую цель, что я хочу стать спортивной, да. От того, что я скачаю там фитнес-трекер или какое-то приложение на свой телефон, это же не значит, что я автоматически стану спортивной. То есть, если изначально я сама, например, э, начала заниматься спортом, а потом подключила эту программу цифровую, фитнес-трекер, тогда это больше будет для меня как цифровой помощник. В этом случае программа будет полезна для меня, да. Соответственно, а, в первую очередь нужно научиться быть эффективными без этих программ, а потом подключать эти программы, да. Вот я подробно не буду на этих моментах останавливаться, потому что все-таки наш вебинар, он про цифровые навыки, а это больше про управление, да. Но если у вас будет время, возможность, пожалуйста, пройдите там курс или изучите вот эту тему очень хорошо, да, вот KPI и OKR. То есть KPI — это ключевые показатели эффективности, а OKR — это цели и ключевые результаты. Эти две методики, техники часто используются в бизнесе, но они подходят на все, то есть и в государственной работе, в МПО, и везде. И даже я могу больше вам сказать, в личных каких-то своих делах это тоже вам может помочь, потому что у вас тоже есть какие-то свои личные цели, личные планы, которые вы хотите реализовать в жизнь, да. Соответственно, вот эти два метода, они очень хорошо помогают. Первое — это про то, э, это вот KPI про то, как это показатель эффективности, да, про конкретную цифру или метрику, которая оценивает вашу эффективность. Я сейчас вам приведу пример, и вы лучше поймете, да. А, Вот, например, есть какая-то общая у вас цель. Для того, чтобы достичь эту цель, вам нужно поставить какие-то задачи, да, шаги по достижению этой цели. А для того, чтобы понять, насколько эти шаги или задачи, они эффективны, их нужно всегда чем-то измерять. Допустим, например, какой вам пример привести? Когда я пришла в частный колледж, там вот работа была очень хаотичная, то есть без разницы было, кто как работает, да, кто какие там результаты приносит, какие задачи выполняет. Главное, вот ты свою работу делаешь, и вот делай до конца, и это уже хорошо, да, там, кто эффективный, кто неэффективный, было все равно. От этого страдала вся общая работа организации, да, получается, ну, колледжа имею в виду. И, соответственно, когда вот этот KPI был внедрен, каждый день показывал, вот, сколько времени он тратит на задачи. И был такой момент, это было лето, очень много заявок, ну не заявок, звонков поступало от родителей, которые хотели узнать больше про колледж, хотели про поступление, про контракты и так далее, да, но там не было специалиста, который бы отвечал бы за звонки. Соответственно, этим занимался специалист, который не должен был этим заниматься, и мы тогда увидели, что он очень много времени тратит на звонки, чем на свою основную работу. И там же сразу вместе с сотрудниками были предложены какие-то решения, да, что, мол, можно вот так сделать и, соответственно, быть более эффективным, да. Поэтому
А вот этот ОКР, это он больше, вот если KPI это про каждый день, например, каждый день, насколько эффективно вы выполняете свои задачи, ОКР это больше, насколько вы эффективно выполняете задачи, например, квартально, да, то есть за 3 месяца, чего вы достигли, что вы сделали, каких измеримых результатов вы достигли. Так, пожалуйста, дайте знать, а, понятно ли я объясняю, это понятно для вас или что-то сложное? Понимаю, Канакей. Ага. Анакей, понятно все. Баары эле түшүнүктүү болуп атабы же кичине оордук болуп атабы, кичине бат сүйлөп салатам же кандай? Понятно дейт. Ага, понятно все. Хорошо. Ага, классно, классно. Я рада, что все как бы понятно. Вот попробуйте тоже вот это все использовать в своей жизни, да, когда вы ставите какие-то цели, чтобы понять, чего вы достигли, а чего вы не достигаете, где у вас аврал, да, потому что часто мы ставим цели, потом их не достигаем, да, потом удивляемся, а почему я этого не сделала, да. Так, Гульнас, ага, Гульнас, Я я вас прошу слушаю. прощения. Вот Мгм. сейчас, да, я участвую, но я в командировке, поэтому мне не получается вот сразу проверить, вот что вы сказали. Вот, Мгм. но я могу вот потом, когда вернусь, обращаться, если вот какие-то у меня будут сложности. Да, да, конечно, конечно, Спасибо большое. ага. Вот, вот глубже изучите вот эти два, два метода, да, они вам очень сильно помогут. Даже вот, как я до этого сказала, у вас могут быть свои личные цели, и чтобы понять, насколько вы движетесь в правильном направлении, насколько это результативно для вас, вы можете это конкретно измерить, да, вот. И для сотрудников тоже вот внедрение этих двух техник, оно очень хорошо помогает. Но тут самое важное, KPI, а, это еще не только про отчетность, да, просто каждый день отчитываться, что я вот, мол, на задачи потратила столько времени и так далее, да, просто какая-то отчетность. Нет, на самом деле это оценка, анализ и плюс еще система вознаграждения. Обязательно вот если сотрудники или вы сами даже показываете хороший результат, что вот, мол, запланировали это, есть такая-то цель, а вы выполнили очень хорошо задачу, и вы ближе становитесь к цели, нужно обязательно себя или сотрудников вознаграждать, да? Там должна быть очень прозрачная, хорошая система награды. Вот. А теперь перейдем к практике. Я знаю, что у вас очень много там отчетов, презентаций, там много всего всегда нужно готовить, поэтому представлю вам программы, которые вам в этом помогут, да. Но, к сожалению, вот нету никакой программы или там инструмента, техники, который за вас напишет отчет. В любом случае всегда приходится самим делать, но тем не менее есть программа, которая вам облегчит жизнь. И в первую очередь вот эта вот программа называется Визми, visme.co. А, Пожалуйста, зайдите на этот сайт. Желательно вот все-таки с ноутбука, потому что вам будет удобнее. Для сайта и для приложения разработчики всегда по-разному делают. А то, что я вам показываю, это же с сайта. А, Так, заходите, да, на Визме. Так. Когда вы зайдете на этот сайт, у вас... м, тут тоже можете заходить через Gmail, через свою почту. То есть можно либо с нуля создавать аккаунт, либо с Gmail заходить. Но я всегда с Gmail захожу, потому что мне так удобнее, да? Вот. Подскажите, получается ли у вас зайти на сайт? Так, пока все молчат, и мне непонятно.
получается или нет. Мен экранымды кичинерте албай атам. Ага. Сиз кичинертет окшойсуз, а? Менде А, кичинерте турган эме жок болуп Нет, атат. нет, это получается презентация азыр. Мен дагы кирем, да? Это, видите, просто презентация. Я еще не открыла вот сам сайт, да? Өзүмдүн Google'ымды таппай атам да. Так, сейчас. Так. Иногда не особо видно из-за вот этой записи. Так, сейчас подождите, я посмотрю, что у меня не так. Так, вот этот сайт. Да, и вкладка чат. Вы просто вот А можно в чат написать? Напишите, пожалуйста, в чат, чтобы быстро зашли. сейчас. Наверное, скорее всего, визми.ком. Сейчас я проверю. Так, визми.ком или ко? Так, нет, визми.ком. Так, вот. Вот так должно быть. Получилось зайти? Так, все молчат и немного непонятно. Анкей, у меня ноутбука нету, я через телефон мне Хорошо. надо через... Если нету как бы ноутбука, можно через телефон, да. Ага. Так, у меня нет еще. Ага, зашла. Саламатсыздар. Ага. У меня что-то совсем другое выходит. Другое уходит. Сейчас я еще раз посмотрю. Вы даже если просто в Визме напишите без ком, без ничего в Google, она должна выйти, да? Да, Визмико. Извиняюсь, Визмико. Да, через телефон тоже попробуйте. Ну, если вот так оказывается, да. Если как бы не совсем не получается, зайдите в Google и просто напишите Визми. И самое первое, которое у вас выйдет, это и есть этот сайт, да? Так, надеюсь, у вас получилось. Захожу. Мгм. Ага, когда вы нажмете на этот сайт, у вас вы можете через Google, ну, через почту заходить. Логин Мгм. спрашивает, нет, там не должен быть Outlook, там выйдет выбор Gmail тоже. Так, ну-ка, я через телефон, если получится. Так, видно или нет? Вот смотрите, Добрый через... вечер. Здесь зарегистрироваться, да, надо?
Добрый вечер. Не обязательно регистрироваться. Вы можете через Gmail. Внизу будет выбор того, как заходить, и там есть Gmail. Через Все. почту можно. Ага, спасибо. Мгм. Я обычно не создаю с нуля аккаунт, я сразу же захожу через Gmail. Мгм. Вот как только вы через Gmail зайдете, у вас должно вот так выходить. What do you want to use with me for? Для чего вы хотите использовать with me? Тут маленький бизнес, средний бизнес, компания, личное образование или НПО. Да, вышла. Вышла, да? Вышла. Да, Вы можете вот любой нажать, ну, может, личное можете нажать, да? личная, да? Сейчас, секундочку. Ага. К сожалению, да, вот эти вот приложения, программы, они на английском языке. Русский язык почему-то у них нет. Но, тем не менее, вам не нужно знать английский, чтобы там научиться что-то делать, да? Я на образование нажала. Ага, хорошо. Здесь у меня вышло малый бизнес и Ага, так далее. да, вот выбор, какой-то выбор нажмите. После этого выйдет вот такое. Это значит, какая у вас роль, да? Чем вы занимаетесь? Это там консультант, это Мгм. исполнительный или директор. Ну вот в вашем случае директор может быть. Дизайнер, там программный менеджер проектный тоже, тут тренинг и развитие, аналитик, маркетинг, IT, продакт менеджер, HR, Девочки, прошу продажи и другое. прощения, Ага. у меня совсем другое выходит. Визмедевеле бас нажала, но там что-то с видео сумеленле, башка Ага. нерсе, ну не такая вкладка, какую вы показываете. Вы можете этот в чат отправить, я посмотрю. Ханаке, у меня тоже там presentation, Это Да, вот да, восходит. это и что-то относится такое. к презентациям, да, все верно. Дальше предлагают презентацию составить, да? Так, дальше смотрите, в какой индустрии ваш бизнес работает. Ну, это в целом какая деятельность, да, какая сфера. Это маркетинг, здоровье, этот консультирование. Тут больше про путешествия и ивенты. Тут ну, не продукты, а товары, IT, финансы, образование. Тут real estate это про это, недвижимость. Вы можете другое нажать или из этого выбрать, да, что вам подходит. Спрашивает код, что делать. Он не должен спрашивать код, если вы через Gmail заходите. Так, мне нужно немного приостановить, потому что сейчас, чтобы вам показать. Мен кирдим, түрлөрү чыкты. Малый бизнес, персональный, средний. Ага, да, через Gmail зашли, хорошо. Ооба. Ага, так, немного неудобно. Вот. Мгм. Но спрашивает код. Это очень странно, потому что код не должен запрашивать, да? Что значит код запрашивает? Имеете в виду, на Gmail отправляют код? Да, на Gmail отправляет код. Я И ввела значит, код и вот зашла. Я вам через тогда да. чат отправила. Ага, тогда так можно. Ханаке, Так, посмотрите, мне вот так выходит. Я сейчас в чат отправила. хорошо. Так, пока не вижу.
Вот где взять. У вас на почте. Почта на у вас. У меня, вот я отправила, вы видите? Нет. Вот сейчас отправила. Ага. Так. Сейчас. Вы через телефон заходите, да? Да, через телефон, Да, 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 оказывается, да, не особо видно, да, проблемы там. Вы в правильном да. направлении, вы туда Ага. зашли, но что-то не так именно в версии мобильной, да? Сейчас давайте я сама попробую войти через телефон и посмотреть. Ну, так. Я зашла через телефон, но отправила в Телеграм-группу. Вот это не получается почему-то. Ага, я сейчас посмотрю. Но у меня, видите, вот через телефон получилось. Вот. Видно, да, или нет? У вас должно вот так выходить. Может, заново попробуем сейчас? Да, попробуйте. Я не знаю, в чем проблема, потому что все нормально заходит. Так, Асель, то, что вы отправили в группу, это правильно, все нормально. У вас все нормально. Вот если кто что-то не понимает, кто через телефон заходит, посмотрите, пожалуйста, фотографию, которую отправила Асель в группу. Так должно выглядеть в мобильной версии, да? Так, у меня без кода заходит, без проблем. Получилось, Каныкей, да. Мгм. Так, конечно, у нас времени очень, ну, ограничено, поэтому давайте дальше пойдем. Тех, кого не получается, попробуйте, но если так и не получается, хотя бы нужно посмотреть, чтобы потом попробовать, да, потренироваться. Мгм. Да. Потому что сейчас много времени потеряем на это, потом не научимся ничему, да? Так, это вот запись, она немного мешает. Все. Так, не это. Вот так. Вот. У вас вот так должно выйти в версии ноутбука или компьютера. То есть вот ваш главный профиль, да? Так. Ага. Все правильно. Вот так все должно выглядеть. Все тут на английском, на русском сделать нет возможности. Вот видите, например, здесь написано «создать», здесь дом, то есть вот профиль, здесь проекты ваши, здесь ваши файлы, и здесь это просто календарь, да. Нам все вот это вот не важно, нам важны вот эти вот вещи, которые будут полезны в вашей работе. Первое, это написано презентации, документы, whiteboard, это доска, формы, опросники, тут графики, инфографики, это социальные сети, тут видео, тут то, что нужно на принт печать, тут веб, то есть то, что касается сайта. Тут если нажмете на more, больше, тут вообще там очень много всего выйдет. Так, да, видите, дополнительно на more, когда я нажала, больше вышло вот мокапы, это инвойсы, письма, лого, это чеки, коллажи, стори, мудборды. В общем, тут великое множество всего, да. Допустим, нам интересны, тут еще должны быть репорты, то есть отчеты, да. Но я что-то их не вижу. Так, сейчас. Так. Странно. Вот нет. Ну,
Я вам позже, может, в чат скину, покажу, что тут есть отчеты, должны быть, да? Вот, например, отчет. Сейчас. Допустим, вот на что вы нажимаете, на то и выходят шаблоны. Можно вопрос, Канки? Да, Вот конечно. я с телефона, там платное вышло и все. Это же бесплатно или с телефона? Нет, когда вы так заходите, все должно быть бесплатно. То есть вы Я можете зашла, пропустить этот момент. У вас есть там пропустить? нету, пропустить нету. Ладно, сейчас попробую еще. Спасибо. Хорошо. Заново зайдите, я второй зашла, мне получилось. Обычно вот это вот пропустить, он в очень скрытном месте, да? Так, бесплатно, да, бесплатно должно быть. В общем, как вы зайдете, вот это, все шаблоны, вот презентации и так далее, да? То есть, как я вам до этого показала, например, если вы нажимаете на презентацию, у вас здесь выходят шаблоны, готовые шаблоны. То есть часто бывает, что вам нужно сделать шаблоны или, ой, не шаблоны, а презентации, проекты, там, отчеты, да, разные нужно. Но нету времени все это формировать, потому что все-таки это все нужно оформлять красиво, это все нужно делать, это все отнимает время. Поэтому на помощь приходят такие готовые инструменты, да, готовые шаблоны. Вот, допустим, вот мы выбрали презентацию. Тут видим разные шаблоны, и мне хочется использовать какой-то из этих шаблонов. Я нажимаю на «Редактировать», «Edit», да? Canvaға окшойт, Да, похоже, но более профессиональная, я бы сказала бы, да? И вот, например, вот здесь вы видите слайды, но тут почему-то только 2 слайда, да? Есть много разных презентаций, которые, у которых много разных слайдов, то есть готовые, да? И здесь вы, например, вот так нажимаете 2 раза и вставляете свой текст. Например, сейчас. Наш проект направлен на развитие устойчивость, устойчивости организации и так далее, и так далее. То есть вы пишете свой текст, да? Здесь, допустим, пишете о компании. И вот это нужно вот так растягивать. Там здесь свое тоже. В общем, везде, где здесь видите визуал, все это можно редактировать. Это, да, правильно отметили, очень похоже на Canva, да? Здесь есть ваши инструменты. Вот, например, дизайн, текст, диаграммы, фото, как должно быть, вот графики, да. Фото вы можете сюда загружать, вот upload, потом диаграммы, графики, виджеты, таблицы. Здесь можно даже видео загружать и туда же вставлять, да. И мои файлы, да. У кого-то получается или нет? Пожалуйста, дайте обратную связь. Мен жасап баштадым. Уже начали, да? Хорошо. Да. Да, получается. Так, попробуй сейчас вот здесь написать. Нет, reports. Но вот, нет, документы, да? Вот репорты. Вот что самое интересное, что вы можете использовать не только для презентации, но и для отчетов. Бывают же такие годовые отчеты, которые нужно красиво оформлять, или ежемесячные, да? Это как PowerPoint, да? Ну, не совсем, потому что PowerPoint, он все-таки ограниченный, и он просто вот, это просто презентация, да? А тут у вас есть разные инструменты. Бывает так, что вам нужно отразить статистику, графики или какие-то другие моменты. Вот для этого Visme лучше работает, да? А PowerPoint все-таки, ну, шаблоны есть, но не такие, как здесь, да? Здесь вы самой можете все менять, да? Допустим, например, вот здесь пишите, вот здесь документы у меня вышло, но я еще написала reports, то есть отчеты, да? Вот и ищите какие-то отчеты, смотрите, вот
Ам, вот тут написано ежегодный отчет 2030 год, да? Вот смотрите, какой вам более визуально приятный, более интересный, да? Так, ежемесячный тут отчет есть, social media, так. Ну, давайте выберем, например, вот этот, да, и его тоже будем редактировать. Вот, допустим, мне вот понравился этот отчет, и я хочу его для себя сделать, да. Вот видите, например, здесь контент, содержание, да, тут финансовый этот обзор, здесь какие-то цифры, какие-то слова. Я могу его брать и, например, здесь же редактировать, да, сказать, например, ежегодный, нужно немного вот так растянуть, ну, потом по визуализации тоже ежегодный отчет. Тут так. В общем, здесь редактировать. Ну, в общем, вот, например, что-то я такое делаю, подготовлено, там, ставила, подготовлено, не знаю. Ну, и точка. Вот. Кто-то пробует или нет? Рада за тех, у кого ооба мен жасап жатам. классно, если Да, получилось. пробуй. Но минус в том, что, смотрите, есть один минус, но это не совсем минус, это тоже, как на это смотреть, да? Дело в том, что вот Визме, она предлагает очень много возможностей, то есть и тут и отчеты есть, и презентации, и графики, и инфографики, и все что угодно, и статистику, все можете показать. Но для того, чтобы скачать, это нужно платить, да, премиум. Но вам же не обязательно всегда все скачивать, да. Можно, например, если это презентация, можно ее просто показать или поделиться, да. В этом случае, например, нажимаем на вот этот share, то есть поделиться, да. Вот. И вот здесь написано Publish for Web. То есть нажимаете на это, нажимаете потом на вот это, и вот эта вот ссылка. Вот так вот копируете и можете вот эту ссылку скидывать там коллегам или тому, кому вы презентуете. Или просто вот на эту ссылку можно потом нажать, и сразу же выйдет вот сама презентация, да, или сам отчет. То есть в том случае, где вам не надо там обязательно скачивать, она может здесь годами вот, сохраняться, храниться, то есть, и просто можете ссылкой поделиться, и люди могут смотреть, и все, да. Или вы, когда презентуете, не обязательно с флешкой ходить, а можно просто ссылку вот открыть, и у вас откроется ваша презентация. А PDF кылып сактаганга жолу барбы? Мисалы үчүн биз бул жерде жасап алгандан кийин аны презентация жасаган мезгилде интернет жок жер болуп калышы мүмкүн да. Мгм. Ссылканы ачыш үчүнчү ошон үчүн PDF кылып сактап алганга мүмкүнбү? Тут, видите, разные форматы есть, и PDF есть, и презентации есть, и формы. Все это можно в таком формате сохранить, но тут, видите, это все ну, платно, да? Тут для новичка это $12 за месяц, да? А, Но вот если вам не надо вот скачивать, если вы можете просто ссылкой показать, вот этот сайт, он хорошо работает. И он такой более профессиональный, да, все-таки. Вот. Өчүрүү функциясы жок болуп жатат да. Если чуть Удалить. по-разному. Ага. А өчіру нет, как Жана обычно. барактын ичинде жасап атканда ашыкча нерселерди өчүрүш үчүн баягы удалить деген функция жок болуп атат. Вот у вас же на своем телефоне или ноутбуке могу удалить деген кнопка бар ғой, ошону эле бассаңыз ал удаляется, да?
Если чуть пораньше попробовала бы на этой программе. Я понимаю, для вас, может быть, сейчас очень кажется, да, что-то сложное было. Кайдагы бир түшүнө албаган бир нерсе экен, бир оор нерседей көрүнүп атса керек. Бирок если вы попробуете несколько раз, вот будете заходить, пробовать, там, где-то что-то делать, эта программа для вас станет очень легкой, как PowerPoint для вас станет, да? Вот. И вы видите, вот в моих проектах, мой проектор, да, все, что вы редактировали, оно здесь сохраняется, да, вот так. Это мои раньше, то, что я смотрела, в общем-то, они сохранились, а вот то, что мы с вами сейчас посмотрели, да. Вот, например, вот так можно смотреть. Видите, оно так еще красиво открывает, да, вот, например, ежегодный бизнес-отчет, да, вот так. То есть иногда же можно просто ссылку отправить там, чтобы посмотрели. Не обязательно вам делать презентацию, да. Для этих случаев можете в Визме пробовать, да. Так. Там на русском нету, да, только по-английски написано. Да, все на английском, но это не значит, что вам нужно знать английский, да, что вот ради этого теперь нужно изучать английский. Нет, можно даже так увеличивать, да, экран. То есть если какие-то моменты понимаете, уже этого достаточно. Например, вы открываете вот этот шаблон, где написано Annual Introduction. Это же вам все не нужно, вы же можете вот вместо вот этих вещей свое поставить, да? Понятно, понятно. Спасибо. Мгм. Так, кому что еще понятно или непонятно? М, Аканекей, Пока подскажите. понимаем, пока. Так, Ага. да-да-да, я Подскажите, слушаю. пожалуйста, чем отличается вот Визми от Canva? Ага. а, Они на самом деле очень похожи, но Canva появилась намного позже, да? То М, есть на самом деле Canva, они взяли структуру Визми. И Canva, она больше как бы молодежная, да, скажем так, для зумеров она больше подходит, да, потому что мгм, все такое яркое, все такое вот, ам, как бы это правильно сказать, а, такое молодежное она, а вот ага, эти минимизме она больше профессиональная, мгм, больше для тех, кто работает там в госструктуре или там в школах, в мгм, системах таких, да, или в бизнесе, вот. мгм, Ну, конечно, в Canva тоже есть такие, скажем так, профессиональные, серьезные презентации, но тем не менее больше вот такого молодежного контента, да, мгм, молодежного содержания, да. м. Через комп, наверное, лучше, да, понятно, нужна практика. Так, вот запись этой конференции, она мне все закрывает, и мне немного неудобно. Так, я ее не подвинуть, ничего не могу сделать, не вижу из-за этого вот где что нажать. Так. Да, практика 100% она нужна, да? Вот видите, даже так можно все слайды посмотреть. Может быть, какие-то у вас еще вопросы у участниц ко мне есть вопросы? Вот. Суроолор барбы, силерде баары эле түшүнүктүүбү же кичине оор көрүнүп атабы? Түшүнүксүзбү же түшүнүктүүбү? Мен ссылкасын басып ушу кире албай атам да. Так, может быть, потому что на английском кичине түшүнүксүз болуп атабы? А, Ооба, Ага, ооба. так. Canva'мен иштегендерге жеңил эле болчу да, экөө окшош эле экен. Мен үйрөндүм. Канваны Ага. басып туруп киресизби? Кайсы ссылка менен кире атасыздар? Названиясын вот я в группе писала, да? Группага салып койсоңузчу. Мгм. Через телефон, непонятно, да.
телефондон непонятно, да? Вот все-таки через ноутбук же компьютер кирип карап көрсөңөр более түшүнүктүү болот да. Canva'га окшоштугу бар тем, что вот шаблоны готовые есть, да? Но тут как будто бы больше вот возможностей все равно, да? Для первого раза сложновато, я вас понимаю, да. Но не теряем настрой, не теряем вот, как бы, ну, учимся, да, мы только пробуем, и бывает тоже сложно, да. Но это так кажется на первый взгляд, когда вы вот попрактикуетесь, посмотрите, вы поймете, что в принципе все понятно, вам не надо знать английский, да, нужно просто вот эти шаблоны нажимать, и у вас выйдут шаблоны, и их можно редактировать. Вот. Если все понятно, как бы что-то кто-то попробовал, кто-то не попробовал, может, позже попробуйте. Давайте дальше пойдем, да? Так, тоже напишу вам название, попробуйте зайти. Кто-нибудь когда-нибудь слышал про crazy.com, про вот вот этот сайт для создания презентаций? Я нет, нет, ага. Нет, нет. Ага, вы можете либо в Google зайти и Prezi нажать, либо вот prezi.com. Смотрите, даже если вы не будете пользоваться, может, ну, кто знает, да, может, вам покажется сложным, там, лучше я там конвой буду пользоваться. Даже просто вот знание того, что такие программы существуют и как они работают, это уже для вас тоже большой плюс, да? Ага, нет. Попробуйте зайти. Там тоже нужно заходить через Gmail, через почту. Так, щас. Вот, я думаю, Prezi вам понравится, я вам объясню, почему. Так, получается зайти? ооба мен кирдим. Мгм. Мгм. Опять же заходите через Gmail, и у вас должно выйти такое окно, да? Зашла, ага. Так, если вы зашли, он тоже на английском, но тоже тут ничего сложного. То есть тут все проекты, презентации, видео, инфографики. Это здесь библиотека. Это BrandKit, это больше организации касается. И здесь корзина, да? Все, то есть ничего там лишнего, много слов нет. Нам важны презентации. Вот, нажмите на презентации. Ушундай презентация деген разделди көрдүңөрбү? Менде мындай окно чыкпады го. Сиз телефондон кирип атасызбы? Жок, ноутбук. Негизи ушинтип чыгыш керек да? Может, башка сайтка кирген жоксуңарбы? Так. Я тоже через телефон попробую зайти, чтобы, если вопросы будут, я сразу тоже Да, прямо окошко вышло презентации. вышла, да?
Да, лучшая презентация, более быстрая с ИИ. А, у вас, значит, на русском выходит. На русский перевели, сын помог. Ага, классно. Так, могул жерине кайсы эмени жазабыз я заполнить этип болду го. так, эчтеке лишний жазбайсыңар. Пока prezi.com деп киресиз. И все, пока ничего не пишем, ничего такого лишнего не делаем. На телефоне все-таки немного по-другому, да? Так, получилось, скажите. Ооба, мен кирдим. Ага. Эгерде кирсеңиз, вот презентация деген, presentations, ошону басасыз. Мгм. Презентация дегенди бассаңыз. Ошо презентацияны баскандан кийин, вот это первое самое создавать от шаблона деген бар, да? Вот это самый первый. Создавать от шаблона, ошону басасыз. Басканда у вас выйдут такие шаблоны. Ну, конкретно у меня такого нету. Вы нажали на вот это create from template? Эм, Создавать с помощью ИИ, опишите презентацию. У Нет, меня нет, так ее вышло. не нажимайте, ее не нажимайте. Мол, А, create from template. а, Шаблон стартап питча. Нет, вы в другое место. Вот это, наверное. Нет, вот презентации нажмите, и сразу выйдет вот это. Create from template. То есть создавать от шаблона, да? Ага. У меня такое окошко что-то нету. Может, где-то есть, нужно поискать. Там Ага, сейчас. создать через ИИнин жанында эле болот экен, да? Ава, Жандале, вот. Да, посмотрите. Создать из шаблона деген. Так, что-то болуп атабы же такыр эле болбой калдыбы же түшүнүксүз болуп атабы? У меня выходит образование для студентов. Негизи у всех одинаково эле чыгыш керек эле. Создавать от шаблона деген чыкпайт от меники. Менде дагы Да? нету. Вы отправьте, пожалуйста, скриншот, мол, чатками көрөйүн, как выходит у вас, да? Мен кирип атам, баары эле чыгып, анан эле айфондо кечке эле платный экен, бесплатный жок экен. М, Негизи бүт жерде эле бесплатный болуш керек да? Насипеже төлөсүн деп аткан го, Насипеже. Ну, у айфонов немного по-другому, наверное, там Ушул платно. берки азыркы фрезеге деле кирдим, баары жакшы эле. Эме менен, Gmail менен эле, аккаунт менен эле. Мгм. Анан Башкача аягына келгенде эле чыкпайт ушу эме деп атат да. Мынча деп суммасы чыгып эле ошентип атат. Компьютерден эле кирем го эми, бирок үйрөнүп атам мындай. И мындай үйрөнүп алгыла самое главное. Азыр дагы кире албасаңар да же түшүнүксүз болот. Это маанайыңарды түшүрбөгүлө, что вот түшүнбөй атам, что чему мы учимся эмес, мындай карап деле үйрөнсөңөр болот да.
Вот, например, у кого получилось, create from template, создавать от шаблона басқанда, мындай шаблондор чыгыш керек, да? И вот вы сейчас увидите разницу вот от таких презентаций, от Canva, жаңкы Visme'ден разницасын көрөсүңөр, видите? Он больше вот такой интерактивный. ооба, бул как видео катары сонун көрүнүп атат. Аябай привлекательный көрүнөт да. Бүт эле шаблон у них такие, да, вот а, очень мындай красочный и плюс еще интерактивный, да. Вот. То есть, например, скажем, давайте любой шаблон выберем какой-нибудь. Мол, шаблон, да. Так. А бул AI менен. Вот когда вы нажмете на презентацию, на вот этот шаблон, мындай эме окошко чыгат да, сообщение. Кто вы хотите, чтобы эту презентацию видел деп. Мындай люди деп эле публика деп басып койсоңор нормально, публичный доступ. Вот. Шаблон чыкты, загружается. Когда вот такой вот шаблон чыкканда, вы это примерно так же, как и в конве, так же, как и вот Visme тоже редактируете. Например, презентации экологическая устойчивость. Помните, экологическая устойчивость. И потом сюда, например, нажму проблема смога деп коеюн. Вот, и здесь какой-то текст добавлю. Потом, так, здесь тоже отредактирую. Ой, сейчас. Так, здесь немного так неудобно, оказывается. Маха, например. Проблема переработки и так далее. В общем, аяқтарын барын можно вот так редактировать, да, потихонечку. Третье скажу. Предложение, да, например. Деп коем. Вот это все буду, например, редактировать и редактировать. И по итогу потом, да, презентация кылганда, так, она будет такой красивой презентацией. Мынтип чыгат, да? Вот. Скажите, пожалуйста, у кого-то получилось или нет? Мен Бул баштадым. өзү жазып берет экен, Ооба, өзүңөр эле мындай так, кичине угулбай атат. Да, шаблон готовый. Вам нужно просто мындай эметиш керек да, свое содержание толтуруп койсоңор, и потом он вам просто так будет красиво показывать. Но тут тоже, опять же, на флешку не скачайте, төлөш керек болуп калат да, ошон үчүн вы можете просто получить вот так. Почему бияка чыгарып берчи? Что? Так, получилось у кого-то? Вот. Я говорю, то, что на флешку вы его не скачаете, эту презентацию, но вы можете мындай, получить ссылку, да, например, ссылка, скажем, экология, и все, создаю ссылку. Вот эту ссылку копирую и, например, отправляю тем, кто будет эту презентацию смотреть, или там, может, онлайн будете презентовать, или мындай деле презентация кылсаңар, этот ссылкой можно поделиться, да? Но тут есть один самый сильный момент, мне он очень нравится, да? Так, сейчас.
Например, вот здесь везде вы видите вот такие этот use with AI, да? Это означает используйте искусственный интеллект. Мгм. То есть давайте попробуем на него нажать, да? Мен ушул слайд иштеп жатам. Мгм. Попробуйте, да. Если у кого получается, со мной пробуйте. Если не получается, хотя бы Горсонгор вот, с AI, вот искусственным интеллектом, например, вот здесь, как называется презентация. Например, тренинг для а, женщин-лидеров. И дальше. И вот здесь либо нужно вот написать содержание, да, самой, либо вот здесь вы можете загрузить PDF-файл. Оказывается, все данные Иван крутой. Так, здесь посмотрим сейчас, ладно. Допустим, вот так я загружаю PDF, да? PDF — документ, в котором есть вся информация, да? Вот, загрузилась и нажимаю вот создать, да? Вот он сейчас создает. Начинай гутып туруш керек болуп калат да, видите, вот какой прогресс идет, он тут показывает. Вот он уже показывает, что он делает, да? Так, пока вы можете писать или говорить, у кого получается, у кого нет, интересно или не очень, или так. Шрифтин түсүн кайсыл жерден өзгөртөм? Таппайт. Ага, сейчас я вам покажу. Так. Так, вот все, вот я же загрузила документы Киргизбединбе через AI. Он теперь мне составил текста, да? Вот, введение в программу. Программа «100 женщин-лидеров Кыргызстана» ориентирована на развитие. Видите? Вот, потом обоснование. Потом он мне сам картинки создал, но это менять можно, конечно. Алмастер там будут цели, задачи, целевая аудитория. Видите, это все мне не пришлось писать, да? Программа сама, она загрузила это все. Вот. М. То, что было вот в этом PDF-документе, он мне все Мгм. загрузил сюда. Он сам создал мне презентацию. М. Вот. Классно. Түшүнүктүүбү же түшүнүксүзбү? Вот, У меня видите? совсем другая окошко выходит, я не практикую, я просто смотрю. Ага, я вам потом могу поэтапно даже этот скриншот сделать, показать, где что нажимать, да? Да, Видите, да. обучение женщин. Первый этап включает вот все, что у меня было в документе, бютушаха киргизди, да, өзү. Мне не пришлось на это время тратить. Вот, а это в современное время очень важно, да? Вот, в общем, он бют киргизди. Все, что было в документе, он киргизди. И если мне что-то не нравится, я могу просто там редактировать вот эту картинку, заменить, там где-то текст поменять, где-то получше оформить, но суть в том, что вам не придется каждое вот предложение самой писать. Просто готовили документ киргиздиңер, он өзү бөлүп, он уже сам все сформировал, да? Эми ушул даяр болгон эмени презентацияны койгондо өзү автоматтык түрдө кийинки барактарга өтүп кете береби же энтерди басып отурушка туура келеби? А вам самой, да, нужно будет нажимать, да? Ну, мынтип этот стрелканы нажимать ете бересиңер, өзү мынтип кете берет. Вот я, например, мышкой не нажимаю, просто стрелки нажимаю, видите? Вот.
кызыктуу, бирок кичине оорураак болуп атат, Наоборот, жеңил, жакшы программа экен башкаларга караганда. Үйрөнүп алсаңар жеп жеңил да. Просто этот документ киргизип эле, картинки поменять, и все уже готово, да? Чем вот с нуля все создавать. Вот из предложенных вариантов попробуйте вот үйдөн деле анан карап көргүлө, попрактикуйтесь, какой вам будет легче, понятнее, да? А так, көбүнчө эле это Canva колдонуп бош керексиңер, Мен колдоном көбүнчө. Мгм. У вас платныйбы же бесплатный версиясын колдоносузбу? Бесплатный. Мгм. Ну, есть такая функция, негизи Canva любому человеку 1 месяц премиум доступ берет да, бирок аяка карточку нужно привязывать, потом за 1 месяц нужно отвязать карточку, и он у вас все равно премиум доступ болот да, аябай жакшы, да? Так, бесплатную версию использую, ага. Ну, в принципе, тут то же самое, ушул Canva'да деле ошондой. Даяр шаблондор бар, даяр шаблондор өзүңөр көрүп, можете тоже редактировать, тоже смотреть. Вот. Если вот такие коронки видите, они желтенькие должны быть, это значит, что это платно. Вот эти элементы, они платные, и вы не сможете это скачать, да? Так, Canva боюнча вообще билбегендер барбы, которые совсем, ну, первый раз в жизни никогда не слышали. Мгм. Если ответа нет, наверное, все, ну, пользуются, да? Если, например, вы пользуетесь, так, сейчас, я пользуюсь Canva. Ага. Но если вы, например, ни Canva не пользуетесь, ни теми другими инструментами, а, например, Google Slides или PowerPoint, например, часто бывает такое, что Google Slides'ка же PowerPoint'ка сүрөт табыш керек, да? Например, у вас нету каких-то фотографий или картинок, а вам нужно найти подходящий визуал, да? Для этого вы можете использовать вот эти 2 сайта, FreePic и Unsplash деп аталат. Азыр деле өзүңөр кирип көрүп көрсөңөр болот, чтобы посмотреть вообще, что это за сайты, да? И почему именно эти сайты? Потому что они дают доступ именно к тем картинкам, которые вы можете да, курпы колдоно берсеңер болот да, потому что в основном, если, например, зайдете в Google и будете просто любую картинку использовать, это в каком-то смысле нарушение авторских прав, да, вы не можете просто вот любую картинку использовать в своей презентации. Поэтому я вам вот советую эти 2 сайта сейчас. Вот. И нужно тренировать насмотренность. Вот эти я вам сайты сюда тоже включила для того, чтобы вы заходили. Там негизи может особо не по вашей теме, но тем не менее там есть разные визуал, дизайн, картинки, фотографии. Вы можете каждый раз их смотреть, и таким образом у вас натренируется насмотренность. Кечке көрүп атып, вы поймете, где вот есть эстетика, где есть красота, где, да, и она, когда будете делать презентацию, вы будете понимать, как сделать красиво, как оформлять визуально красивее, да, вот. Все более-менее понятно, да? Так, Да, Канкей. ага. Идем дальше. Вообще, зачем нам нужны заметки? Такой вопрос. Нужны ли они вообще?
Да, нужны, чтобы не забыть, вовремя все сделать. Мгм. Я в А, календаре в телефоне пишу. В календаре пишите, ага. Да, Прям на дату, да, на саму? да, на дату пишу, да, завтра что... Ну, телеграмма приходит, что сразу пишу. Мгм. И не забываю, это хорошо очень. Классно. Кто еще хочет ответить? Зачем нам нужны заметки? Так, кто-то вообще пользуется заметками? Мгм, на настольном календаре пишу. Мгм. Бывают заметки такие оффлайн, да, вот такие стикеры, которые где-то прикрепляем, у кого-то на доске, у кого-то там на ноутбуке, еще где-то, да? Отметить важные вопросы каждый день, да, каждый день на заметке в телефоне сохраняю. Раньше вообще было популярно изучать язык таким способом, да? Например, не знаю, слышали вы или нет, но у меня так знакомые делали, на стикерах писали слова и везде клеили, да, там на кухне, в комнате, везде, где они могли видеть, они клеили, и это новые слова для себя изучали. Да, Вот. Мгм. Ну, в целом, да, в первую очередь это не забыть важное, потому что у нас в голове тысячи всяких задач, и бывает так, что нужно какое-то напоминание, да, должно перед глазами что-то висеть, чтобы мы понимали, ага, вот это не стоит забывать. Потом много работы, много дела, это создает хаос, это все нужно вот упорядочить все. И также такие заметки, они помогают думать глубже. Может, например, написать какую-то идею, какую-то мысль в голове, потом ее можно развивать, да. Еще быть подготовленной, это помогает, например, для презентации или еще для чего-то. Вот опять же, как напоминание, да. И это также помогает отслеживать свой прогресс. Пожалуйста, скажите, вот вы вот в чате отметили, что пользуетесь там календарем, да, в основном для заметок. А еще есть вот у вас специальные какие-то инструменты цифровые, где именно записываете заметки? Так, цифровые нет. Ага, у меня только телефон. Ага. Нет, я в календаре отмечаю. Ага. Хорошо. Есть много разных онлайн инструментов для заметок. Я в основном пользуюсь Google Keep. Вот сейчас тоже вы можете попробовать открыть Google Keep. Это Google продукт, да? Вы можете двумя способами зайти на Google Keep, либо вот заходите на свою почту, нажимаете на вот этот вот значок, и у вас выйдут Google продукты, и среди них есть вот этот Keep. Вы можете его нажать, либо же вы просто можете в Гугле прогуглить такое слово, оно у вас выйдет, вы можете нажать и опять же зайти через Gmail, да? Вот, как только зайдете, выйдет такое окно, да? А, Получается, заходите. Это очень самый такой простой инструмент. Тут прям сильно чему-то учиться не надо, потому что это просто про заметки, да. Вы можете нажать на вот эти заметки. Мгм. Так, да, зашла. Ага. Заходите на вот Google Keep, нажимаете на заметки, оно должно у вас выйти. Так, сейчас посмотрю.
Так. И вот в этой заметке, если вы нажмете, вы в этой заметке можете создавать и тему, можете создавать вот свои идеи или самое важное, и там отмечать цветом, делать в виде списка. В общем, это можно оформлять по-разному. Например, как я делаю, да, я вообще по любым вещам делаю заметки. То есть не обязательно только по работе какие-то задачи оформлять в виде заметки или что-то не забыть и так далее, да. То есть я Google Keep использую для совершенно разных заметок. То есть у меня это вот так, да, например, любимые фильмы, какие у меня, потом какие фильмы и сериалы, ну, в целом я посмотрела, да, в 24 году, да, потом то, что надо посмотреть, потом вот это либо может выглядеть вот так, либо вот так, да. Это мне помогает. Мгм. Это мне помогает вот так, упорядочивать. То есть, тут в Google Keep можно сохранять не только, какие-то рабочие моменты или напоминания, важные задачи, но еще можно сохранять полезные ссылки, да. Бывает, что-то прочитали интересное, есть какая-то вот ссылка, ее вот некуда хранить, да, поэтому вы можете также в Google Keep открыть и написать полезные ссылки, и там же, внутри оставить ссылку, и она у вас будет всегда, да. Так, потом надо будет открывать Google. Да, если вы еще не открыли, можете открыть Google и зайти этот Google Keep. А, как вы думаете, чем вообще, полезен Google Keep? Вот такая заметка, она чем лучше, а, тем чем просто что-то писать, например, в телефоне? Открывать Google. Вы можете, знаете, скачать, Google Keep на свой телефон и просто там же открывать. Не обязательно каждый раз в Google заходить, чтобы это все искать, смотреть. Можете просто скачать. Оно вообще никакой памяти не занимает, места не занимает и в удобном месте, да. Мгм. Вот, как вы думаете, почему я советую, например, такой цифровой инструмент, да? Наглядно Не видно? знаю, это Ага. первый раз вижу. Первый раз видите? Да. Ну, это очень простой инструмент, там ничего учить не надо, да? Просто делаете это, чтобы планировать. Ага. Ну, на телефоне тоже, наверное, он удобен, я так думаю. А почему удобный? Вот, например, в чем разница, если я буду в самом телефоне заметки делать, или же там Google Keep, например? Телефон всегда с собой же. Ага, Может, из-за этого? ага. Еще. Э, Ну, вы же плохого не посоветуете, да? Удобно рядом. Да. А, Самый близкий ответ — это удобно всегда рядом, потому что Google Keep — он связан с вашим Gmail, то есть это Google продукт. И, соответственно, потеряете вы телефон, ноутбук или все что угодно, от этого заметки ваши не исчезнут, да? То есть, М, то есть они всегда там будут. Вы можете, например, все что угодно там сохранять, вот через годы вернетесь, откроете, они там будут, да? м. Теперь буду здесь Ага. все сохранять. Но тут есть такой момент, который я вам должна обязательно сказать. Не сохраняйте тут там важные какие-то пароли или там, э, не знаю, такие очень важную информацию, там, информацию про свои паспортные данные или какие-то такое вещи не сохраняйте здесь. Потому что мало ли, может, например, кто-то взломает ваш Gmail, и у него будет доступ к вашим заметкам, да, он все там увидит и может потом в своих целях использовать, да. Вот. Поэтому все можете сохранять, но кроме того, чем боитесь, например,
боитесь потерять что-то, да, или боитесь, что вот, это может быть использовано в других целях, да. Вот в заметках тоже классно. Можно не только слова какие-то сохранять, ссылки, но и картинки, да, фотографии. Вообще, скажите, пожалуйста, те, которые уже попробовали, посмотрели Google Keep, вам там все понятно или нужно все-таки показать именно, как заметку создавать? Например, Вроде понятно. когда я раньше заметки у себя на телефоне делала, дату отдельно Мгм. иногда на будильнике ставила. А сейчас здесь, оказывается, можно и дата, и время, еще написать, что за этот заметка. Этим удобно. Мгм. Удобно, что вы на каждую заметку можете этот цвет даже менять, да? Например, у меня тут, конечно, пример такой, все оранжевое, а тут, видите, голубое есть. То есть вот это оранжевое среди всего, я точно знаю, что это про фильмы мои, да, про сериалы, да? А голубое, например, про развитие, про что-то. А там зеленое, это про работу или какие-то там такие моменты. То есть по цветам, по картинкам можно. А еще можно создавать хэштеги. То есть там создаете хэштеги, и этот хэштег добавляете на, вот, на карточку. И потом, например, нажимаете на фильмы, видите, у меня все выходит. Вообще очень, очень простой, абсолютно простой, но при этом интересный инструмент, да? Да, покажите, давайте попробуем. А, так, сейчас. Но нужно так, чтобы он... Мгм. Сейчас он мне скажет, да, через этот заходить. Так, Google Keep. А, вот заметка, например, да, название. А, так, обучение, например, давайте скажем обучение, и я сюда буду включать все, что вот я полезное от обучения узнаю, например, обучение по коммуникации, да. Можно название делать максимально конкретным, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да, чтобы вы, когда заходили на Google Keep, видели. И здесь вот даже вот людей можно добавлять на заметку, да, здесь можно себе что-то напоминать. Вот, например, я могу вот так сделать. Или вот так выбираю. Вот так. Ну, давайте так сделаем. Не, ну все-таки пусть вот так будет. Потом вот добавлять могу изображение, могу вот здесь добавлю ярлык, например, да. Так, обучение. Обучение. И вот у меня вот этот ярлычок добавился, то есть когда я на обучение буду нажимать, только он будет выходить, только эти заметки, которые касаются обучения. У меня таких ярлыков много, например, фильмы, работа, обучение и так далее, да? Вот так заходите и пишите, узнала, что для эффективной коммуникации нужно для начала сделать что-то, да, что-то, да, вот много всего. Я пишу, здесь потом пишу. Вот так вот так. Например, написала. Так. И все, вот теперь она у меня в виде заметки. Могу еще одну заметку. Так, по работе. Так, здесь вот это обучение убираем, потому что это у меня не обучение. И добавить ярлык. Работа. Вот, видите, теперь здесь ярлык появился. Работа, обучение. Здесь, например, а, цель, да, там сделать что-то, потом задачи. Например, я просто, к примеру, пишу, а вы вообще эти заметки можете прям для различных целей использовать. Вот. Так, куда она делась? Вот она. По работе стала, видите? Отмечу таким вот цветом, теперь я знаю.
Вот у меня общие заметки, вот видите, список заметок. Если я нажму на обучение, вот будет только обучение. Работа, только вот работа. Вот, в принципе, тут, ну-ка, так. Вот если в виде списка нажмете, оно будет вот так, видите? Там можно даже вот так. Выполнено, да? Так, я выполнила. И оно вот так, например, выйдет. И все, больше не надо ничего лишнего там изучать. Вот это и все. Заметка не загружается. Почему у вас не загружается? Может, интернет плохой? А вообще установите себе на телефон. Я не знаю, в айфонах это платно, бесплатно, но в целом можно установить себе на телефон и вот так создавать заметки. Это же удобно очень. Все, что важное, хранится в одном месте, и вы можете зайти, потом посмотреть, освежить память, да? А, так. Канаки, на телефон как надо установить? Вы, Через... вы заходите, у вас Android, да? Да. Вы заходите в вот этот Play Store, у вас на телефоне М, должен быть Play Store. Я сейчас напишу. мгм. Play Store. Вот. Ага. Play Туда Store. заходите и в поиске, где лупа стоит, Ага. а, Google Keep пишите Мгм. в поисковике. Мгм. И все, скачиваете. Мгм. Так, вот, смотрите, еще есть аналоги. Это вот кому что удобно использовать. Они, в принципе, все похожие, да, но мне просто Google Keep нравится, потому что он продукт от Google, и все вместе, в одном месте, да, и Google Диск, и все вместе, и оно мне нравится. А вот эти, на самом деле, Microsoft OneNote тоже очень хорошие. Вот это для Android, а это для вот Apple юзеров. Вот то, что вы можете скачать для себя, да? Попробуйте разное и применяйте то, что вам нравится, то, что вам подходит и более понятно, да? Вот мне понятно более и нравится Google Keep, поэтому я его использую, да? Вот. На этом этапе есть вопросы или все понятно, полезно, или и так уже знали, как вам? Я не знала, для меня полезно. Отлично, очень полезно, классно. Надеюсь, вы будете применять это в своей жизни и в работе. Так, теперь буду практиковаться. На этом я не буду подробно останавливаться. Вы можете просто для себя сфотографировать или там сохранить. Это виртуальные доски. Это же у нас есть такие. м, Ну, на работе же есть доски, где вы что-то можете рисовать, писать, там, когда вместе с командой собираетесь. Есть такие же и виртуальные. Вот. Даже если вы это просто знаете, это тоже очень круто, да? Завтра попробую на компьютере. Ага. И мы подходим к завершающей теме. Я думаю, многие уже спать хотят, наверное, да? Как Да. мы жили без цифровой эпохи? Ага, да, мы на компьютере попробуем. А, вот завершающая тема. Что такое облачные хранилища? Это вопрос нам Да-да-да, задаете, да? Ага. Это как архив, наверное, да? Электронный архив. хорошо. Ага. Кто еще что думает? Электронные заметки. Мгм. Что еще?
Электронный шпион. Резервное копирование тут. Там, если вдруг что-то потеряется, чтобы в облачном хранилище можно будет, наверное, найти информацию. Ага, И, наверное, когда памяти не хватает, да, можно будет в облачном, да, хранить, если когда памяти. ага, хорошо. Туда можно скинуть информацию. Мгм. Ну, Безопасное хранилище, да? этот вопрос я вам еще объясню. Сначала объясню вам про облачные Ага. хранилища, потом отвечу на ваш вопрос. А, Представьте, что у вас есть коробка, да? Вы туда, например, храните фотографии или ваши какие-то принадлежности, свои личные какие-то вещи. И в этой коробке они стоят, и вы знаете, что они всегда там стоят. И если вам э, э, Свет шығып кетті окшойт, Ооба, мен эле укпай калдым экен дедим. Сиздер да укпай калдыңыздарбы? ооба. Может, интернет Коркуп неметип кеттим. калды? Коркуп кетип атпайбы, мен жалгыз калдым деп. Так, азыр кайра кошулса керек. Күтө турайлы. Ооба, ооба. Негизи эле кызыктуу болуп атабы, түшүнүктүү болуп атабы сиздерге? Ооба, жакшы, конечно, ооба, түшүнүктүү. Биз муну акча төлөп окусак болмок да. Окуйт элек да эгер керек депчи издеп. Ооба. Мындай программалар, мындай приложениялар бар экен, көбүнчөсүн жаңы угуп атпайбызбы? Биз баягы эле көнүп алган менен эле жүрө беребиз да. Аха. Очень интересно. Такое чувство, как будто вообще отстали от жизни. Аселя. я очень Честно. извиняюсь. Да, Мы вас у нас потеряли. вернулась. Тогда да, передаю слово. Мой ноутбук решил отключиться, он тоже устал. Да? Да. Так, Вы объясняли простыми словами облачное хранилище. да, Вот представили картину, где там наши фотографии. ага. Да, так вот, коробка, да, где фотографии, ваши личные там вещи, все ваше личное, да? Так, давайте так сделаем. И вы всегда знаете, что эти вещи всегда там стоят, и то, что вам нужно, вы можете оттуда забрать, да, или наоборот туда же и положить. Так вот, облачные хранилища это те же самые коробки, только они цифровые такие, онлайн-коробки, да. Туда можно хранить свои документы, данные, фотографии, ну, по работе, по личным там каким-то вам, если важно, тоже можно туда хранить. Как это вообще работает, да? Многие вот знают, что такое облачное хранилище примерно, да? Но вот как оно работает, многие не знают. На самом деле вот это вот такие дата-центры. Представьте, что, например, компания вот эта Google, у нее есть вот такие центры, и вот они выпускают свое облачное хранилище. Вы это облачное хранилище пользуетесь для своих данных, там документы хотите загрузить, и они загружаются вот такие машины, да? То есть я вам сейчас объясню. Вот, то есть это Google Drive, например, облачное хранилище. То есть, опять же, заходите через свою почту, нажимаете на диск. Вот видите, диск это и есть облачное хранилище. И вот, например, вот видите вот свое хранилище, и вы туда
загружаете документы, там, фотографии или видео, в общем, все, что должно быть, все, что для вас важно, например, да, по работе. И на самом деле вот это вот хранилище, онлайн-хранилище, оно, многие думают, что вот я скачиваю, вот я загружаю сюда данные, они вот здесь хранятся. На самом деле они не здесь хранятся, они хранятся вот этих машинах, да. Представляете, что вы загружаете свой документ, а он хранится где-то в Финляндии или где-то в другой а, стране, и когда вы хотите открыть этот документ, интернет работает таким образом, что он идет туда и оттуда из этой машины достает ваш документ, да? Вот кто вообще пользуется Google Драйвом? Может, кто-то есть среди вас, который пользуется Google Драйвом? Представьте, что это просто виртуальная флешка, да? Есть кто пользуется Google Драйвом? Да, постоянно пользуюсь. Диском. Диск, ага, от кого-то Я услышала. пользуюсь вот Google диском. Google Диск, ага, Google Drive, да, получается, ага. Я пользуюсь, ага. Вот те, кто не пользуется, впервые узнают об этом, я посоветовала бы вам вот заходить вот так через диск и туда загружаете, создаете такие папки, и отдельно в папке можно загружать такие свои документы, да. Помимо Google Drive есть, и вот я тоже сюда и показала, оказывается, создать папку, там, как все это выглядит, да. Помимо вообще Google Drive есть другие облачные хранилища. Многие, конечно же, платные, но они все равно дают бесплатное пространство, да, ограниченное. Например, вот у меня тоже, видите, тут уже показано 95% уже заполнится. Если у вас закончится свободное место, вы не можете сохранить файлы на диске, да. Либо мне нужно купить это пространство, либо же мне, наоборот, вычистить, да, где-то вот не нужно удалить, самое важное оставить. Вот. Потому что если здесь заполнится место, на Gmail, на мою почту не может приходить письмо или там файлы, потому что они же забирают здесь место. Все, что у вас на Gmail приходит, оно может и здесь тоже автоматически сохраняться, да? Так, мы на работе пользуемся Docs, хорошо. Вот Dropbox можно использовать, да? И есть, конечно же, другие облачные хранилища, вы можете сфотографировать. Не обязательно может, если у вас по работе, например, вы используете какое-то хранилище, вы можете для вот своих каких-то личных вещей использовать другие, да, вот популярные самые есть, можете для себя это сфотографировать. Вот. Есть один такой единственный момент, который нужно учитывать. Например, если ваш Gmail, вашу почту взломают, то тогда они будут иметь доступ к этим данным тоже, к этому Google диску, да, вот в этом и проблема, да. То есть поэтому, если даже что-то сохраняете в эти Google диски или вообще любые другие облачные хранилища, какие-то данные очень сильно важные, которые не хотите, чтобы там мошенники украли, вот их не надо туда сохранять. Да, я вас слушаю. Гульнас, да, вы хотите Окей, что-то сказать? да. Я Ага. хотела спросить, вот когда вы объясняли, у меня вот возник вопрос, есть вот тоже Google фото, да, если Мгм. разрешить доступ Google фото ко всем фото на телефоне, то есть они тоже как бы сохраняются на диске, что-то, Мгм. это так или... И Да. если и можно, и удаляются, или они все уже не удаляются? Вот можете ответить? Спасибо. Мгм. Например, я надеюсь, я вас правильно поняла, когда вот в телефоне у вас же подвязка есть к Gmail, к почте, да, Да, вашей? да.
Да. Соответственно, если вы там разрешаете, говорите, да, там сохранять, подвязывайте, все, что вы там будете снимать, фотографировать, там съемки, документы, все это автоматически туда будет идти, в Яндекс, то есть в Google Диск или в другое хранилище, да, она автоматически туда будет идти. И, соответственно, чем это не очень, да, хорошо, тем, что вам нужно будет потом заходить в этот диск и чистить его, потому что он очень быстро заполняется, да. Соответственно, это для вас дополнительная работа. Поэтому я, например, не люблю подвязывать. Потом у меня быстро заполняется, потому что я очень много снимаю, очень много видео, фото делаю. И буквально вот 2-3 дня, и все, уже полным-полно. И также у вас, например, в телефоне же не всегда все самое нужное, полезное, важное есть, да? Все вот это лишнее, оно идет туда, в хранилище. А в самом хранилище, да, вы можете удалить. Все, что попадает в хранилище, нужно там заходить туда и оттуда удалять. Заходить на Google Диск и там удалять, да? Да, куда вы подвязали, туда и заходите. Например, если это Gmail, Google Диск, тогда да, в Google Диске нужно проводить чистку, да. Вот, но почему я, например, советую пользоваться облачными хранилищами, потому что, например, флешка может потеряться, да, а вы, например, если все самое важное сохранили на флешке, все, данные, до свидания, да, больше их нет, да. А тут как бы дублирование идет. Если вы сохраняете там в диске, потом, что очень полезно, классно, важно, вам не надо с собой что-то таскать. Вы в любом месте просто можете свой Google диск открыть, и все там есть, да. Вот. Это и создает удобство. Пожалуйста. Да, единственное, как я уже сказала, там какие-то суперважные такие паспортные данные или какие-то документы самые важные не надо сохранять, да, свои личные. Можно, например, фотографии, видео, но сделать так, чтобы вас не взломали, да, вот это самое важное, потому что, ну да, многие компании, корпорации, которые создают облачные хранилища, они стараются делать так, чтобы была безопасность, чтобы вот никто не имел доступа, но тем не менее мы все люди, и тут человеческий фактор, он существует, да. Кстати, вот хочу еще один интересный момент вам рассказать. Вот, например, вы видите же эти дата-центры, куда попадают наши все данные, да? К этим данным сотрудники, которые работают там, они не имеют доступа, потому что все это кодируется сразу, автоматически шифруется, и у каждого документа или фото, или видео есть шифр, да? Соответственно, чтобы вот открыть этот документ, нужно этот шифр расшифровать. Ага, да, говорите, я слушаю. Менде да ошол көйгөй да Google'ды ошо телефонума компьютермен кошо улап койгом. Ошол жерден кат алышуу үчүнчү. Бирок жанагындай эле сиз айткандай толуп калат, мынчанчы күндөн кийин сен кат алыша албайсың деген эскертүү постоянно келет да. Ошон үчүн мен азыр сиз айтканыңызга караганда телефон менен связка кылбай туруп, мына ал жердеги сайттар аркылуу сактасам болот экен да, туурабы? А буга сакташ үчүн мен кандай кылам? Буга имеете в виду ошол Google дискеби? Жок, мына жерде сиз эмелерди А, сайттарды эме кылдыңыз го, облачный хранилище ошолорго. буларды просто вы вводите название в Google. Google'га кирип эле жазсаңар болот, Яндекс Диск или облако Mail, это mail почта болуш керек да. Анын үчүн вот Mail.ru'га кириш керек, например, да. И просто мындай названияларды жазсаңар болот Google'га, ошого эле басып, и дальше кирип, и там все поймете, там тоже ничего сложного. Он тоже как все остальные, как Google Дискте эле иштейт, да. Вот. А так, да, если вы устаете от того, чтобы постоянно чистить, постоянно там память освобождать, андан көрө эме кылыш керек да. Отвязать нужно, телефондун өзүнөн эле кирип, да, отвязать этип салыш керек да.
Но там в любом случае, наверное, какой-то почту все равно придется привязать, но это, да, это другая история, да. Вот прям вовремя закончила презентацию. Какие у вас вопросы есть? У нас 4 минуты есть. Сұрағыңар болса, комментарий болса, жазып алғыла. Сұрақтағы алғыла. Мгм. Канаке запись отправите, да? Да, Айгерим отправит в группу. Ага, как сегодня ссылку YouTube. Ага. Это Да-да, очень удобно, чтобы отправим. потом повторить. Все, Да. спасибо большое. Больше вопросов Пожалуйста. нету. Спасибо за Ага. урок. Пожалуйста. Э, Я Вы думаю, такая немного... молодая, много знаете. Молодец, Канаке. Спасибо большое, да, Канаке. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я думаю, что сегодня все-таки презентация немного для вас сложная была, да? Вот мне нужна Информации много. много, да? Да. Не А я успеваем наоборот, просто освоить Ага. сразу. я наоборот, когда Мага вижу презентацию, мне кажется, что я мало туда вношу, да, что нет, нужно еще. мага прези жакты Работы өтө сонун Ага. эме экен. Жасап мен эмесин ссылкасын чатка таштап койдум. Убактыңыз болсо көрүп коесуз. Ага, Презентация жасадым. хорошо. М, Группаға лучше скиньте, Молодец. и там увижу. Уже А успела. бияқта вебинар біткеннен кейін ал жоғалып кетеді да. И М, м. тоже я хотела сказать, извините, вы Да, в чате вопрос, Канакей, вы программист. Я не программистка, но меня сколько раз назвали программисткой, да, потому что я увлекаюсь технологиями, я интересуюсь, да, всем этим. И у меня еще муж, он программист, и мы каждый день насчет этого общаемся, изучаем. То есть у меня вот постоянное обучение в этом плане, да. Вот. Да, еще вебинар будет следующий вторник. И до Молодец. этого, до вторника, пожалуйста, попробуйте вот эти разные программы, да, то, что мы сегодня проходили, именно протестировать, попробовать, получится, не получится, потом в целом просто поучиться, да, посмотреть. Да, Хорошо. Да, еще... получается, мы встречаемся 22 апреля, и у нас завершающий вебинар будет 24. По этой же ссылке вы можете подключиться, да, ждем, чтобы без опозданий подключились, потому что Канакей для вас подготовила более еще интересную, да, насыщенную программу. Да, Ну, в полезную. следующий раз я постараюсь такой... Ой, извините, Айгерим, да, перебила. Но это такой комментарий. Ага. В следующий раз постараюсь так вас не загружать, да. Но тема интересная. Тема будет как раз про безопасность. Она же многих из нас волнует, эта тема. Тем более там очень много мошенников стало, много всего. Как от этого защититься, да? Вот поэтому обязательно Хорошо. приходите. Да, тогда завершаем, да, ровно прям закончили. Спасибо, Канакей, спасибо всем Вам участницам, спасибо. да, всем спокойной ночи, до новых встреч тогда. Ага, Мгм. все, всего доброго. Спокойной ночи. Спасибо. Мгм.